Ассаламу алейкум, доброй ночи всем. Приветствую вас на канале Инновации горизонтальных связей. Я Хусейн Чахкиев. Наш старый канал, к сожалению, ютубом забанен. Мы начинаем все заново. Подписывайтесь, рекомендуйте знакомым канал. В данной ситуации, в данной стране, а имеем мы в виду, что мы живем в основном в Российской Федерации, где бы мы ни находились, в общем сегодня в мире, как и в нашей стране, складывается определенная социально-экономическая среда, когда государство складывает в себя социальные обязательства, государство больше не нуждается в особом патриотизме своих граждан. И речь не только о российском государстве, речь о всех государствах. Всю историю человечество развивалось по такому принципу, что всегда были альтернативы. Развивалась какая-то цивилизация, добивалась какого-то успеха. По каким-то причинам, как только добились успеха, они эффективно начинали использовать и сельское хозяйство, и природные ресурсы. Или очень быстро съедали эти ресурсы, или какие-то климатические вещи. В общем, это все падало в обрыв. И периодически все эти цивилизации, они терпели крах по разным причинам. Но всегда в мире была какая-то альтернатива. Альтернативная система управления, альтернативная социально-экономическая система и так далее. Сегодня же мы живем в глобализирующемся мире, когда фактически всем миром управляет одна экономика, одна система, одна парадигма. Она тоже рано или поздно истощит все ресурсы свои, рухнет. И, к сожалению, на данный момент нет альтернатив, и в этом проблема. И мы думаем, что ответственные люди, они должны озаботиться о том, чтобы уделять какое-то время свободное свое над осмыслением этих вопросов и над попытками разработки и внедрения каких-то альтернативных социально-экономических систем, социально-экономических связей, которые помогали бы нам, не вступая в конфликт с существующими системами управлениями и государствами, формировать более-менее устойчивые социально-экономические отношения, культурные, образовательные программы, создавать проекты, проявлять свое творчество, реализовывать свои социальные амбиции и как-то положительно влиять на окружающий нас мир. Сегодня, к сожалению, правление вот этой формы государства, которые основаны в корне своем на рабовладельческих системах Древнего Рима, люди в основном своей массе, к сожалению, утеряли способность договариваться между собой, формировать более-менее независимые общества. Вопрос не в том, чтобы независимые от какого-то государства, от какого-то... Вопрос о ментальной, я говорю о ментальной зависимости от государства, когда люди большую часть своего свободного времени, люди, которые интересуются политикой, экономикой, заботятся о будущем своих народов, своих потомков, к сожалению, большую часть своего времени тратят на обсуждение в области, что сделает государство, что оно делает правильно или неправильно, тогда как я думаю, что в этом уже мало смысла. Одним из первых проектов нашей группы инноваций горизонтальных связей это уроки веб-программирования. Мы 1,5 месяца назад начали первый курс. 20-25 человек, ребят, собралось абитуриентов. Курс прошли, к сожалению, не все до конца, но достаточно ребят до конца прошли курс, обучились, они теперь умеют с нуля
делать сайты, оказывать веб-услуги, они могут для своих целей, для своих проектов делать сайты, они могут выполнять заказы, которые могут получать через интернет. Если их там знакомым, родственникам, где-то на предприятии будет необходимость, а такие необходимости будут теперь везде и всегда, по всей видимости. То есть эти люди уже приобрели для себя профессию, несколько человек из них уже смогли выполнить какие-то коммерческие задания, в этом мы тоже помогаем. У нас есть ребята, которые берут заказы и передают какие-то несложные заказы им. Уже несколько сайтов эти ребята уже самостоятельно выполнили, под контролем своих преподавателей. Схема была такая, что есть группа «Я полезен Ингушетии». В этой группе были собраны там определенная сумма денег, которую была пущена на оплату услуг преподавателей. Разрабатывается программа, программа занятий. После прошествия месяца мы ее сейчас дорабатываем, уже исходя из прошедшего опыта. Сейчас ведется новый набор на новый курс. В начале наступающего месяца, я думаю, что мы еще один поток соберем и начнем еще один курс. Поэтому еще раз прошу, во-первых, потому что у нас канал сейчас новый, мало подписчиков, чтобы больше людей видели эту информацию. Просьба подписываться. Рекомендуйте своим знакомым тоже подписаться на этот канал. С нашей стороны все к этому уже готово. Дело остается за малым. Донести информацию до большего количества людей, которые хотели бы обучиться веб-программированию. Еще раз повторяю, мы учим этому с нуля. Они всю жизнь могут себя обеспечивать достойной зарплатой, работая у себя дома или в любом месте, где у него есть доступ к интернету. Проект направлен в первую очередь на борьбу с безработицей в Ингушетии, потому что это традиционно такой бич нашего общества. У нас не было развито и при советской власти, и до этого какой-то широкой промышленности, производств, а сельское хозяйство тоже не очень развито. Конечно, мы не можем, у нас нет таких возможностей, чтобы строить заводы, трудоустраивать людей. Но если все пойдет так, как задумано, я думаю, что большое количество людей, молодежи, людей постарше могут себя обеспечить работой и доходом в этой области. Эта область, она огромная, конкуренцию ингушам там или наши земляки оказать очень трудно, потому что сотни миллионов людей в мире работают в этой области, и локтями толкаться в них пока не приходится. Здесь внизу в описании будет ссылка на канал Discord, на сервере которого происходит занятия. Занятия ведутся в таком формате. На сервере Discord у нас есть возможность вести аудиообщение с большим количеством людей одновременно, показывать друг другу и всем свои экраны. Преподаватель показывает на экран, на свой монитор, всем транслирует, что он делает, с помощью каких программ, какие коды, на каких языках пишет. И абитуриенты, то что если какие-то ошибки, если у них что-то не получается, они показывают свои мониторы, показывают, что они проверяют, преподаватели помогают исправлять ошибки и так далее. Есть еще сайт специально для этого дела созданный, на нем выложены занятия, то есть схема такая: вечером. В прошлом курсе это было как 8 часов вечера собирались, часа полтора-два, иногда задерживались допоздна вечером,
объяснялись какие-то занятия. На следующий день, в течение дня, абитуриенты на сайте ЕГС, это отдельный сайт, открывали соответствующие занятия, повторяли его, а в конце этого каждого занятия давалось домашнее задание, они должны были его самостоятельно выполнить. И если что-то не получалось, в начале следующего урока на следующий день подсказывали, в чем ошибка, как исправить и так далее. В общем, обучается принцип, как это все устроено, что необходимо для того, чтобы создать сайты. И основные языки HTML и CSS. Ну, это языки гипертекстовой разметки, с помощью которых в основном создаются сайты. Приглашаем всех. Ограничений никаких нету, ни по возрасту, ну там с 12, с 13 лет можно и до победного, тут возрастных ограничений никаких нету. Если есть свободное время, надо его тратить эффективно на саморазвитие, на самообразование. Мы, как люди, общающиеся с интернетом давно, уже набившие шишки на свои головы, знаем, что интернет — это такая вещь, которая затягивает, много времени тратится на удовлетворение праздного любопытства, на игры, особенно молодыми людьми. Ну, это вся проблема в том, что нету или мало сообществ, которые целенаправленно занимаются образованием, развитием, сотрудничеством, созданием проектов и так далее. Здесь есть один ментальный аспект. По прошествии несколько лет, когда у нас был канал, я заметил такую вещь, ну она очевидная такая вещь, когда мы говорим там. То есть я сознательно какие-то провокационные передачи выпускал, какие-то что-то политические, национальных вопросов касаясь. Но это делалось не потому, что наш сайт для этого, и не потому, что нам это особенно интересно. Просто проблема в том, что вот эти вещи, о которых мы пытаемся говорить, которые мы пытаемся донести, они сложные для восприятия, как бы почему-то для людей. И для того, чтобы как бы докричаться до тех людей, кому это интересно, нужно собрать определенную аудиторию. И, к сожалению, большая часть аудитории наших земляков, они очень падки на такие вещи, как там скандалы, критика и так далее. И поэтому если если ставить самоцель развития какой-то YouTube канала, это несложно. Достаточно критиковать, достаточно лазить какие-то дрязги, какие-то межнациональные споры. Это сразу увеличивается посещаемость, интересы, комментарии. То есть я буквально проводил эксперименты, выпускал там передачу с критикой в адрес какого политика или что-то такое. Сразу это все воспринималось. Молодец, красавчик. Но когда мы начинаем говорить о пользе, которую мы смогли бы сделать для нашего народа, нашей республики, для нашего общества, это почему-то воспринимается достаточно холодно. Редкие люди говорят: да, молодцы, короче, правильно, вот никто не делает, а вы там пытаетесь, приятно, 5-10, ну не более. Как бы встречная инициатива очень слаба. Как бы с нашей стороны здесь нету какой-то личной заинтересованности. Я работаю строительством, занимаюсь строительством в Петербурге. Работы хватает, времени на занятия вот этими вещами в интернете, социальные какие-то вещи мало. Но мы понимаем, что это необходимые вещи, и мне лично это интересно, и товарищам, которые со мной этими вещами обсуждают, занимаются, это тоже близко и интересно. Я понимаю, что очень большому количеству наших земляков, особенно которые живут на выезде,
Многие хотят поучаствовать в судьбе своего народа, многие могут как-то помочь, хотят как-то помочь, но не все видят дорогу, не все видят, как это можно. Вот здесь, опять же, концепция нашей инновации горизонтальных связей, она в этом и заключается, в том, что не тратить время на критику, обсуждение, там, власти, оппозиции, те, все. Хотя, конечно, мы не можем абстрагироваться, есть какие-то несправедливые вещи, мы на них тоже иногда реагируем. Но наша цель – это работа в первую очередь над своим мышлением, попытки реформировать свое восприятие, пытаться перейти от такого рода обсуждения того, что делают другие, наши соседи слева или справа, власть там, или перейти к формату обсуждения, что мы вместе с вами могли бы сделать. Ведь по большому счету бывает там, в республиках, в странах позиция, оппозиция, но когда честно спросишь самого себя, если бы вот всех их там собрать и всех чиновников отправить на Северный полюс, допустим, у нас есть такая возможность. И что бы мы смогли бы сделать по-новому? Если честно ответить себе на этот вопрос, у нас же на самом деле нету никаких опробованных каких-то моделей. Нам по большому счету, своему обществу нечего предложить, ничего нового. Нету никаких гарантий того, что став на какую-то должность, сегодняшний там какой-то патриот, какой-то человек, заботится о своем народе, не станет таким же коррупционером там и не станет смотреть на свой народ как-то свысока, как мы это видим, делают наши сегодняшние современные чиновники зачастую. Поэтому призыв к тому, что попытаться сделать то, что мы можем сделать, попытаться создавать модели, в рамках которой мы могли бы делать что-то полезное для своего народа. Я говорю о ингушском народе в первую очередь, потому что мы ингуши. Но если у нас что-то хорошее получится, и кто-то там, наши соседи, или кто-то в нашей стране, или в другой стране воспользуется нашим опытом, это будет только хорошо. Мы надеемся, что мир только от этого улучшится. И уже видно, что результаты положительные уже есть. Когда мы пытались запустить эти занятия, тоже некоторые люди, был такой скептицизм, да ничего не получится. Когда два человека договорятся, третий помощник с нами Всевышний, и тем более, если 10-20 человек договорятся о чем-то хорошем, оно в принципе не может получиться. Вопрос, какой получится положительный эффект, там такой или такой, но не получиться не может. Поэтому призываю еще раз подключаться к нашей работе, приглашайте людей на этот сайт, на канал Discord, где проходят аудиоконференции. В дальнейшем на этом же канале планируем вести и другие проекты. Уроки веб-программирования – это не единственный проект, который мы планируем. То есть этот проект уже ведется. Да, мы сегодня много говорим о национальном наследии, о каких-то там территориальных спорах. Это есть всегда люди, которые этим занимаются. Но есть одна вещь, что мы можем обсуждать башни, которые построили наши предки, но надо понимать, что эти башни это были инструменты, необходимые в ту эпоху, 500 лет назад, 1000 лет назад, 400 лет назад. И они их строили не от хорошей жизни,
Они их строили, потому что они им были необходимы обеспечить свое будущее, свое существование, свою перспективу, защитить, какие-то гарантии дать. Сегодня, если мы будем только говорить о своем прошлом, никто нам башни, которые нужны сегодня нашему народу, не построит. Сегодняшние башни нам надо строить не из камня. Сегодня башни нам нужно строить из технологий современных, перспективных, прогрессивных. В сегодняшнем мире башни не спасут народ от беды, не дадут каких-то экономических или социальных гарантий. Сегодня защита нашего народа, экономические и социальные гарантии – это технологии, это прогресс, это техническое развитие, это новые современные башни, которые мы с вами должны строить. Должны, если мы ответственные люди, если мы заботимся о будущем нашего народа, о наших потомках, заботимся о том, чтобы у них тоже были современные башни, которыми они в будущем, оглядываясь на нас, могли бы гордиться и понимать, что мы для них что-то оставили. Потому что наша сегодняшняя гордость за наследие наших предков не будет служить опорой нашим потомкам. Наша сегодня гордость не будет служить опорой. Нам нужно создавать какую-то реальную опору для будущего нашего народа. Поэтому еще раз, заканчивая эту передачу, еще раз приглашаю к сотрудничеству с нами. Сотрудничество в виде встречной инициативы. Нам нужны ваши идеи, нам нужно общение с вами, чтобы мы... То есть 10 человек, есть 20 человек. В группе там я полезный Ингушетии, есть у нас 80-90 человек. Но чем больше мы будем общаться, чем больше мы будем договариваться, тем больше мы услышим новых мнений, новых мыслей. Мы открыты, настроены на плодотворное сотрудничество, на единение, не для того, чтобы кого-то критиковать и с кем-то бороться там за кресла какие-то и за власть. Наша цель – создать среду, в которой наши соплеменники могли бы реализовывать свое творчество, свои социальные амбиции, свои технические амбиции и так далее. Вместе мы можем все. Надеяться на власть, на государство в данной ситуации опрометчиво. Опрометчиво и безответственно. Это мировоззрение рабское. Это рабское мировоззрение возлагать ответственность за нынешнее и будущее своего народа на власть. Власть меняется. Государства, к сожалению, рушатся, создаются новые, происходят разные события. Если народ будет уповать только на государство, они всегда будут находиться в беде. Бывают, конечно, моменты, когда во главе государства бывают здоровые силы, которые человечные, богобоязненные, которые заботятся о своем народе, но это нам никто не гарантирует. Поэтому еще раз, если мы ответственные люди, мы должны брать на себя ответственность и заботиться о развитии своего народа. Ассаламу алейкум всем. До новых встреч. Регистрируйтесь на канале, ставьте лайки, подписывайтесь. Будем работать вместе.